Всем привет! Сегодня поговорим про пропуски зажигания. Кто не подписан на канал, подписываемся, ставим палец вверх, нажимаем колокольчик, новые видео не пропускаем. Смотрите, по пропускам зажигания я подготовил материал. Ссылки я скину в описании. Сейчас с помощью PVS-3 мы посмотрим пропуски зажигания по старым катушкам. Я отдельное видео сниму. Также про новые катушки тоже отдельное видео на канале. Все под ссылкой в описании. Здесь мы убираем счетчики таким вот образом и смотрим. Вот этот счетчик, видите, это реальное время, то есть если будет пропуск, здесь будет единица, то есть 1 добавится, и сюда число тоже добавится, вот в этот ряд. Обратите внимание. Сейчас у меня сделана выборка после дефектовки наиболее менее нормальных катушек зажигания. Но, к примеру, номер 6, как я точно помню, не удалось подобрать, но более-менее катушка такая себе стояла. Также номер 4 и 5, катушки у меня подписаны, кстати, такие себе. Вот эти первые 3 вроде были ничего, вроде. Но здесь учтите тот момент, что если, к примеру, будет пропуски по вот этим вот цилиндрам, даже, к примеру, по одному, то пойдет вереница, ряд, так сказать, на остальные цилиндры будет тоже долбить пропуски. То есть система впрыска топлива будет подстраиваться под искру свечи, которая создает катушка зажигания. То есть, в принципе, вот так вот получается. Я снимаю вот это вот видео, чтобы вам показать. То есть, буду наглядно проводить дефектовку тех катушек зажигания, которые сейчас у меня стоят. Они подписаны у меня по номерам цилиндров. То есть, вот такие вот пропуски зажигания сейчас я имею. Вот видите, смотрите, поймал единица по 6-му. Вот видите, снова 0. Здесь добавилось, видите. То есть сейчас машина у меня работает на холостом ходу. Я даже нагрузку не давал. Вот. Было 864. Сейчас 865. Добавился 1 пропуск по 6-му цилиндру. Вот там вот стоит как раз самая отвратительная катушка, которую мне пришлось поставить. Отдельное видео, ссылку смотрите в описании, как необходимо проверять, я подчеркиваю, даже новые катушки зажигания. Не поленитесь, посмотрите, я все подробно объяснил, как необходимо делать. И второе видео на эту же тему, вот про именно эти катушки, мы сравним
вот эти вот катушки с новыми, то есть НГКшной фирмы, которую я купил, нормальные катушки, которые реально можно использовать, которую я проверю, которую я поставлю. Они у меня четкие. Вы посмотрите это видео и сделайте аналогично, так как я сделал. Это будет вам, так сказать, успех. Я поделился своим опытом с вами. Я не с одной машиной такие вещи уже делал. Итак, мы сделали не один Кайен, который реально поехал и перестал троить. Вообще нормально поехали машины. Соответственно, сейчас я собрался, у меня время появилось, я поменяю новые катушки уже себе в машину, так как счетчик бьет вот этот показатель. Я вам скажу, для сравнения, может кто-то сравнит со своими показателями. Вот этот показатель у меня нарисовался за 2 месяца. То есть 2 месяца, у меня последняя диагностика была 2 месяца по пропускам на зажигание. То есть за 2 месяца вот эти вот все цифры у меня нарисовались. Соответственно, если вы хотите вот этот показатель убрать на 0, то есть при замене катушек зажигания, снимите клемму. То есть здесь вот находится, здесь вот под ковриком, здесь под ковриком находится клемма. Снимите клемму и оденьте. И вот эти вот пропуски обнулятся. То есть счетчики пойдут по новой. То есть вы уже можете ориентироваться на свои новые катушки или катушки, если вы сделаете дефектовку. Я вам покажу и сравню, соответственно, вы посмотрите, сделайте выводы определенные. То есть не все катушки можно выкидывать, какая-то из этих она пойдет в запас, и вы можете использовать ее в будущем. Если что-нибудь у вас случится с новой катушкой зажигания, ну вот видите, снова по шестому один добавился, 866, машина на холостом работает, то есть считает ошибки. Плюс 1, уже плюс 2, с момента начала видео уже плюс 2. Вот, соответственно, вы сделайте выводы, посмотрите, какие катушки вы будете использовать, какие-то нет. От них однозначно избавитесь. Я как закончу снимать этот материал, я выкину все катушки вон, которые мне не нужны. Так как это барахло, я просто хранил, чтобы вам показать. Итак, показываю. После установки новых катушек зажигания счетчик по нулям стоит. Машина уже работает полчаса. Видите, ошибок по курсовой устойчивости нету. Я уже совершил короткий ездовой цикл, чтобы сбросить ошибку по курсовой устойчивости. Ошибки нету. То есть нагрузку машине я уже дал. 0, 0, 0, 0, 0, 0. То есть вот эти вот значения основные по нулям. Текущие значения, вот эти все по нулям.
Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите видео про катушки зажигания. Это очень занимательно и полезно. Я с вами поделился опытом. Сейчас еще немного подержу камеру, чтобы вы убедились, что ошибки не появятся. Газку дам. Сейчас окно открою, чтобы слышно было. То есть, видите, у меня немного камеру даже сотряхает. То есть машину немного подтряхивает, когда я даю газу, нажимаю на педаль акселератора. Вот таким вот образом. Сейчас машина работает на холостых, она уже более получаса проработала. Короткий ездовой цикл я сделал, чтобы убрать ошибку по курсовой устойчивости. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!